Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кого ведут к вам ангелы? Ваши ангелы, ангелы-хранители. Что за человека ведут? Зачем? Кто этот человек? Сейчас все посмотрим. Если тема вам интересна, пожалуйста, загадайте на себя и узнайте, кто к вам скоро придет, кого приведут к вам ангелы. Также, мои хорошие, спешу всех вас сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне даете в комментариях, лайками, донатами. Земной вам поклон, и пусть вам воздастся в миллион раз больше, чем вы даете мне. Итак, мои хорошие, загадайте на себя, и пусть песочек нам все покажет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе, такой серьезный прям знак. Вот как-то вас показали, вам тяжело, либо у вас какие-то проблемы очень серьезные в жизни, либо какая-то прям тяжесть, вы не справляетесь. Вам кажется, что вот-вот и вот как спина от тяжести сломается, ну либо от проблем, либо от боли, либо от бед каких-то. Если у вас в жизни все хорошо, если вы прям в себе уверены, у вас все получается, эта отсыпочка не ваша. Здесь у меня показывают женщину, которая просит о помощи. Может быть, вы и не фактически просите, может быть, мысленно, да, взываете к небесам и просите о помощи. Просите о том, чтобы облегчение пришло, чтобы избавление пришло. Вот мне кажется, что очень много у вас сейчас неприятностей и очень много тяжести. Физической, эмоциональной и психоэмоциональной. Прям тяжело. Спинка прям так согнулась у вас, и ножки подкашиваются. Ну, тяжело, очень тяжело. Непростая жизненная ситуация, непростой жизненный путь. И я так понимаю, что на ваши просьбы и на ваши мольбы к вам ведут мужчину. Здесь, кстати, ни одного человека ведут. Здесь, видите, раз, два, три человека идет. Один мужчина, второй — это женщина, а третий я не могу сказать. Честно, я не могу сказать. Фигура, ну, вы сами видите, да, с плащом. Может и мужчина, а может быть и женщина. Ну, давайте начнем с первого человека. Первый человек проникнется к вам всем сердцем. Он вас сердцем будет чувствовать, вот этот мужчина. Так вы ему понравитесь, так он прям, влюбится. Мне вот идет, что влюбится прям с первого взгляда. И этот мужчина, он очень-очень многое для вас сделает. Мужчина все ваши проблемы своими будет считать, освободит, поможет, избавит, защитит, денег даст. А у кого-то отыграется, что действительно он начнет вот ездить по вашим вопросам, договариваться, что-то обсуждать, там, делать. Да? Очень бурно будет он вести свою деятельность. И вы прям будете на него смотреть, как на ангела во плоти. В прямом смысле слова. Но есть одно большое но, то, что он вам не будет нравиться как мужчина. Вот как человек, да, прям идеальный ангел во плоти. А вот как мужчина, скорее всего, не ваш типаж. Либо, не поймаете вы эту искру к нему, да, не будет ее. Я не могу сказать, что он там какой-то уродливый, либо какой-то не такой. Он обычный человек, вполне себе с приятным лицом, но это просто не ваш типаж, да? Это не ваш мужчина. Женщины всегда это чувствуют. И вплоть до того, что вы в нем видите друга, но никак не можете увидеть, рассмотреть мужчину. То есть не представляете себе, что между вами что-то может быть вот из разряда близости. Да? То есть вы такая... Головой понимаю, что он классный, идеальный, а ничего с телом поделать не могу. Да, вот сердце ничего поделать не могу. Сердце видит только вот друга, там, старшего брата. Но никак не мужчину, никак не любовь.
Вот, он очень будет к вам тянуться, вам будет говорить, что ну вот я тебе помогаю не потому, что я там от тебя чего-то взамен хочу, я тебе помогаю, потому что ты мне очень нравишься, я вижу, как тебе тяжело, я как бы там хочу тебе помочь, мне ничего не надо, да, просто вот там общайся со мной, какие-то такие вещи. Он очень заботливый, он вас окружит какой-то колоссальной заботой. С одной стороны, это облегчает жизнь, а с другой стороны, это слишком приторно. И опять же, вы понимаете, что он рассчитывает на нечто большее. Хоть он об этом не говорит, либо говорит, что ему это не надо, но вы-то это понимаете, и вам будет немножко некомфортно. С другой стороны, над этим мужчиной песочные часы. Я так понимаю, что его действительно на время вводят в вашу жизнь для того, чтобы он действительно вам помог. Помог там, где сами не справляетесь. Помог, не дал упасть, освободил вас от этой тяжелой нагрузки, загрузки. И для того, чтобы, ну как, сделал дело и ушел. Вот, это временный мужчина, временный, как помогатор, идет в вашу жизнь, ангелы его ведут. Да, возможно, человек по душе такой, да, вот очень добрый, отзывчивый, открытый. Возможно, у человека был запрос, да, на то, чтобы помогать, делать добро. Вот как все сошлось. Он хотел помогать, а вам помощь была нужна, и вот вас свели. Может быть, этот мужчина, он какой-то должник ваш, должник из прошлой жизни, почему бы и нет. Может, в прошлой жизни вы ему помогли, а в этой жизни он должок вам отдает, да, ангелы его разыскали и к вам подвели для того, чтобы ему хорошо было и вам хорошо было. Но он идет на время. Мне вот идет время как 2-3 месяца, не более. Не более. Вот именно такого тесного общения. А потом уже каждый пойдет своим путем. Вы в нем мужчину, вот именно мужчину чисто плотски, физически видеть не будете. Друг, брат, все. А он влюбится и любить вас будет долго и нежно. Даже на расстоянии будет вас любить. И вплоть до того, что, девочки, он всегда для вас какой-то будет безотказный. Там по прошествии времени, там нескольких лет, вы можете всегда к нему обратиться, и он всегда такой: да, я помогу, я не откажу. Мне вот идет, что он вам как деньги будет давать и какие-то дела делать для вас, за вас даже какие-то дела делать. И это прям, ну, серьезно, это достойно уважения и как бы хвала и почет этому человеку за то, что он это будет делать и за то, что он вам так здорово поможет. Кстати, рядом с этим мужчиной вы опять радоваться жизни начнете. Ну, то есть не вот это, что слезы по ночам от того, как тяжело жить, хоть на стенку лезь, а вы понимаете, что вот есть рядом тот, кто вас разгрузил, освободил от этой тяжести. Ну, буквально можно сказать, что он ваша точка опоры, да, либо он вам помогает на ноги встать, как сделает дело и уйдет, поможет и уйдет. Дальше женщина показана. Женщина какая-то необычная, очень высокая. Ну, я думаю, что здесь не про рост, хотя, может быть, и по росту выше, чем вы. Ну, если вы дюймовочка, такая крошечная, миниатюрная, то да, там будет высокая женщина. Мне больше кажется, что это про власть этой женщины, наделенная властью, высоким положением в обществе, какую-то должность занимает. И эта женщина будет видеть в вас свое отражение, но несколько лет назад, потому что несколько десятков лет назад. То есть она увидит в вас себя и вспомнит все эти трудности, которые она переживала, которые она там решала, боролась, старалась там не утонуть, гребла как могла. А женщина как-то по-матерински к вам отнесется, и я вижу, что от нее вы знания какие-то получите, да, знания, подсказки, и какую-то протекцию она вам окажет. А протекция в плане защиты, в плане там, с кем-то договориться по поводу вас, либо где-то вас, извините, пропихнет. Без очереди, без 10 кругов ада. Да, вот где-то она вам поможет, где-то она будет применять свою силу, да, свою власть, свои контакты. Вот как-то так мне идет. С этой женщиной вы, ну, подружитесь, получается, вы долго будете с ней общаться. Очень долго. Ну, не могу сказать, что вы прям подружки не разлей вода, но хорошие теплые отношения у вас надолго сохранятся. То есть вы будете друг друга поздравлять там, с днем рождения,
с Днем Ангела, может быть, даже какие-то совместные моменты у вас будут с этой женщиной, но она будет видеть вас, себя молодую, да, либо себя в те сложные времена, которые она пережила. Многому научит, многим поделится. Самое важное здесь именно та информация, которую она будет вам сообщать, знание, информация. Хороший знак, хороший. Вот за эту женщину вы прям небесам очень благодарны будете. Вы обретаете даже не подругу, а больше как покровителя обретаете. А в наше время покровители очень нужны и очень важны. Ну а третий человек самый загадочный и самый интересный. С этим человеком у вас общение какое-то странное, не личное, а либо по телефону будете общаться, либо в интернете будете переписываться. Вот этот третий человек, как ключ к вашему будущему, какую-то должен сыграть роль, как ключ, который открывает замок. Вот так мне идет. Вы не сразу это поймете, не сразу все вам откроется. Там как-то будет все, знаете, частями идти, либо поэтапно открываться. Вам будет казаться, что этот человек морочит вам голову. Вы часто будете обижаться на этого человека, либо злиться на этого человека. У вас будут психи по поводу этого человека. Вам будет казаться, что человек безответственный, ненадежный, что человек там, ну, какую-то там ересь несет, да, что попало говорит, лишь бы сказать. Но на самом деле я вижу, что этот человек, он как ключ для вас. Именно ключ и ключ к какой-то новой жизни, либо к каким-то небывалым новым возможностям. Вот лично вы не будете общаться. Поэтому я не могу сказать, это мужчина или женщина. Вот мне идет телефон и интернет. То есть глаза в глаза разговора, встречи не будет с этим человеком. Может быть, это касается работы, может быть, это касается какой-то поездки, переезда, может быть, это касается еще чего-то. Но, тем не менее, раздражаться будете часто на этого человека. Вам точно в голову не придет, что этого человека ангелы прислали. Наоборот, вы будете думать, что это исчадие ада, что это какие-то адские испытания, потому что человек такой странный, непонятный, и непонятно, чем все закончится. Но я вижу, что хорошо все закончится. Хорошо. Может быть, да, такие моменты, потому что не общаетесь лично, да, когда все-таки с глаза на глаз говоришь, как-то проще. Да? Там хотя бы на ощущения можно ориентироваться. А тут контакт, он, ну, если вообще переписка, да, то не пойми, с кем я общаюсь. Кто там на другом конце провода? Вот. Я даже не вижу. Я даже не вижу. Но этот человек, он ключ, либо она ключ, да, ключ к прекрасной жизни, к прекрасному будущему. Ну, ангелы ведь знают, кого вести. Тем более я вижу, что вам действительно хотят помочь. Тут нет речи о каких-то уроках, о каких-то испытаниях. Здесь именно конкретная помощь в конкретной жизненной ситуации, когда вам тяжело, когда вы не справляетесь. Почему-то еще идет такое ощущение, что вы вот одна, да, один на один со всеми проблемами столкнулись, и все. И что делать? Голова кругом, прям все тошно, депрессия, страшно, непонятно, апатия даже какая-то у кого-то есть. Уже как рукой махнули, и такая, ну, все, я больше ничего не могу, я надорвалась, да, я не могу. Я бы хотела, но сил просто нет. Но душа у вас чистая. И молитвы, просьбы небеса слышат. Вот поэтому эту троицу, кстати, троица, да, обратите внимание, к вам подведут, к вам приведут. И еще, мои хорошие, по поводу вот этого мужчины влюбленного, вы там сильно близко к сердцу не берите. Мне вот опять идет, что этот человек, он ваш должник из прошлой жизни. Ну да, что-то вы для него тогда сделали, а он вам благодарность не предоставил, да, не смог вас отблагодарить. А теперь в этой жизни ему дается шанс на то, чтобы сделать возмещение, да, чтобы чаши весов справедливости уравновесились. Ну а то, что он в вас влюбится, это как побочка. Побочка от того, что затеяли ангелы. Вот. Не будет приставать, не будет склонять. Здесь просто, знаете, такой вот
влюбленный щенок, да, с влюбленными глазами будет просто за вами ходить и на вас вот так влюбленно смотреть. Это вас, да, будет раздражать и будет вас беспокоить. Ну, потому что вы чувствуете, что вы ему обязаны. На самом деле нет, это уравновешивание идет. Мы, к сожалению, не помним своей прошлой жизни, мы не помним, кто и что кому делал, кто кому что обязан. Но я точно знаю, что лишних людей в жизни человека не бывает. Подумайте сами, да? Вот, например, кто живет в многоквартирном доме. Всех ли своих соседей вы знаете? Я уж не говорю про имена, в лицо просто. Всех ли знаете? Думаю, что вы ответите нет. Ну, если вы, конечно, не консьерж, либо не этот дом-управитель, управительница, то, возможно, не всех. А почему? Да? Вы не знаете, кто с вами рядом, буквально за стенкой живет, но при этом вы знакомитесь с какими-то разными людьми в разных местах. Вот, непонятно. На самом деле здесь во всем знаки судьбы, как нить судьбы, которая сводит нас именно с нужными людьми. С людьми, с которыми мы взаимодействовали, взаимодействуем и в будущем тоже будем взаимодействовать. Вот. Так что близко к сердцу не берите. Да, любовь — это побочка, но любовь такая прям серьезная. Вот. И, девочки, не надо себя мучить, не надо себя принуждать отвечать этому мужчине взаимностью. Не надо. Если вы не чувствуете, так вы не чувствуете. Вы ему ничем не обязаны. Это он вам помощь предлагает. Вы же его не просили, ничего ему не обещали. Он сам решил вам помогать, ну пусть помогает. И, кстати, с этим мужчиной, вот мне еще пришла информация, что вы познакомитесь через какую-то женщину, посредством женщины. То есть, может быть, подружка ваша познакомит, либо, может, где-то вы будете находиться, там будут знакомые женщины, и они вас познакомят. Вот. Тут дело техники. Вас знакомят, а дальше вы уже сами общаетесь. Тут, скорее всего, мужчина сразу вот заметит, что у вас грустный взгляд, что у вас синячки под глазами, что вы очень сильно уставшая, вот, и просто проникнется к вам. Ну что, мои хорошие, ангелы вас слышат, ангелы вас видят, ангелы вас берегут, и ангелы, конечно же, вам помогут. Такой светлый человек, как вы, без помощи точно не останется. С ношей, с этой своей, с тяжестью, с проблемами вы скоро распрощаетесь. Причем распрощаетесь по полной. Один человек поможет вам на ноги встать, сбросить груз. Другая женщина тут мудростью с вами поделится, знаниями, связями. Ну а третий человек станет для вас ключом к заветной жизни, к лучшей жизни. Мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.